13 марта в 5 классе средней школы села Шашиквара в рамках недели истории состоялся открытый урок по истории Древнего Рима. Темой стало становление Римской империи и соседей Рима. На мероприятии присутствовали заведующий районным отделом образования Екатерина Габиля и учителя по истории школ Галского района. Педагог истории Линда Берулава сформулировала цель урока, познакомила учащихся с историей Древнего Рима, рассказала о его правителях и соседях римлян. Далее следовал рассказ о взаимоотношениях Рима с Абхазией. Также хочется отметить, что Римская империя была связана и с Абхазией тоже. В 64 году до нашей эры Колхида, включая Абхазию, находилась под контролем Римской империи. Также римские легионы высаживались в Битионте и Диоскуриаде. Позднее Диоскуриада была переименована римлянами в Севастополе. Севастополис — это, ребята, что у нас? Сухум, правильно. Также под контролем Римской империи находились сформировавшиеся по первому веку местные абхазские племенные объединения. Это Апсилы, Абаски и Саниги. После ребята перешли к главным личностям в судьбе Римской империи – Цезарь, Клеопатра, Марк Антоний и другие. Педагог задавала вопросы о том, кто такой Юлий Цезарь, когда и кем был убит. Ученики охотно отвечали. Дети с явным интересом подготовили мини-сценку. В исторических костюмах они показали эпизод на тему «Жизнь и смерть Юлия Цезаря», в результате чего присутствующие окунулись в эпоху римского господства. Ученики также прошли тест по Древнему Риму. Они собирали термины из букв и отвечали на вопросы, составили сравнительный обзор, а также заполнили таблицу про основные занятия германцев. Хочу сказать, что данное мероприятие проводится прежде всего для того, чтобы повысить мотивацию к изучению данной учебной дисциплины среди учащихся. Хочу отметить то, что это своего рода визуализация информации, то есть учащиеся надолго запомнят этот урок, поскольку они познали данную тему нестандартным образом, с другого ракурса. И я думаю, что вот современный учитель должен прежде всего использовать разнообразные методы преподавания. Это необходимо на сегодняшний день. И я считаю, что огромное количество существует дидактического материала, методической литературы. Учитель может использовать разные методы, но самое главное, учитель должен адаптировать эту методику в наши условия. Я думаю, что творческий подход, он необходим, тем более в педагогической деятельности. И вообще учитель должен отождествлять себя или же осознавать себя как творческая личность, как творческая индивидуальность. И применять, скажем так, все возможное для того, чтобы был эффективный результат. На сегодняшний день, может быть, есть проблемы в материально-технической базе, да, то есть отсутствие наглядных пособий, исторических карт, контурных карт по истории в том числе. Да, но по возможности учителя делают все возможное для того, чтобы создать очень благоприятные условия для учебного процесса учащихся. Вот в данном случае в Шашикварской средней школе делается все возможное для этого. Мне очень нравится урок истории, я люблю его посещать. Мне понравился род Цезаря, потому что мне подходит характер. Различные мероприятия по истории продлятся всю неделю. По словам методиста истории Мамуки Микая, школа часто проводит разного рода уроки, связанные с историческими событиями, а дети нередко берут инициативу в свои руки и с большим энтузиазмом работают над разными сценками. Также очень важно, хочу сказать, что данные мероприятия позволяют развивать критическое мышление. То есть учащиеся, они могут задавать себе очень правильные вопросы, наполненные смыслом. То есть они будут уметь планировать, они будут уметь достигать определенных целей, да, то есть познавать и тому подобное. То есть это очень важно. Это важный аспект в преподавании и взаимодействии ученика и учителя. В скором времени Шашикварская школа также планирует провести интеллектуальные игры, викторины в формате «Что, где, когда» и другие мероприятия, которые будут непосредственно связаны с развитием эрудиции учащихся. Нана Апшилава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа.